А? А? А, молодец, да. Смотрите. А? О, здорово. Участники форума, уважаемый Арсений Сергеевич, начинаем первый нефтегазовый форум Республики Саха-Якутия. Я думаю, вы прекрасно понимаете, чем обусловлена значимость этого мероприятия. Ведь Якутия – это уникальная кладовая не только России, но и всего мира. Только ресурсы нефти и газа на нашей территории составляют более трети от ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Мы каждый год, а именно вы, здесь сидящие, показываем существенные показатели в росте производства, добычи нефти и газа. Поэтому, что мы хотим показать и какие цели преследуем сегодняшним мероприятием? Начнем с компаний, которые уже сегодня ведут свою хозяйственную деятельность на территории республики. Мы хотим показать, что готовы создавать новые условия для ведения их бизнеса. Для потенциальных инвесторов мы хотим представить возможности Якутии для создания здесь новых эффективных производств. И, конечно же, для жителей республики хотим представить и показать, какую роль и значимость играет нефтегазовая промышленность для экономики республики. Сегодня состоялись круглые столы по вопросам нефтегазодобычи, перспективной газа- и нефтепереработки. В самое ближайшее время эти проекты уже будут представлены на ваших глазах. Мы рассмотрели вопросы социального партнерства и, конечно, вопросы экологии. Количество участников превысило предполагаемые прогнозы. Если мы ожидали 200 человек, то вы видите полный зал, а это уже более 500 человек. И все столы пользуются неизменной популярностью. Что хотелось бы отметить? Все резолюции, которые были разработаны на круглых столах, будут учтены в итоговом документе. Хотелось бы отметить, что значимость была отражена на самом высоком уровне. Позвольте зачитать поздравления Юрия Петровича Труднева. Правительство Российской Федерации уделяет серьезное внимание и предпринимает последовательные шаги для развития этой динамично развивающейся отрасли промышленности на Дальнем Востоке. В результате значительная часть добываемого сырья будет перерабатываться на территории страны, создавая добавленную стоимость, рабочие места, налоговые поступления. Уверен, что сегодняшний форум придаст новый импульс работе по вовлечению в оборот месторождений, увеличению объемов добычи, развитию перерабатывающих предприятий. Желаю всем участникам первого нефтегазового форума Республики Саха-Якутия плодотворной работы и реализации перспективных проектов. Юрий Труднев, заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Дальневосточного федерального округа. В ваш адрес также поступили поздравительные телеграммы от министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Козлова Александра Александровича, от заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Беспрозванных Алексея Сергеевича. Видеообращение направил генеральный директор акционерного общества «Росгеология» Горьков Сергей Николаевич. Уважаемые друзья, коллеги, позвольте от имени компании «Росгеология» поздравить вас с началом работы первого нефтегазового форума Республики Саха-Якутия. Якутия – это поистине уникальный регион по разнообразию полезных ископаемых. Сегодня в республике выявлено более 1500 месторождений разного видов минерального сырья. Разведаны и поставлены на баланс запасы нефти почти 500 миллиарда тонн и запасов газа почти 2 триллиона кубометров. Это поистине огромные запасы, но, конечно, мы также знаем о запасах и алмазов, и золота в Якутии, но, поверьте, это не все богатства, которые таит в себе якутская земля. И мы уверены, что Якутия скрывает огромный потенциал. Для нас Якутия – это поистине партнер. Мы благодарны руководству республики за поддержку и понимание
который мы оказывает нам в нашей совместной работе. Могу сказать, что мы недавно сформировали рабочую группу именно по направлению развития минеральной сырьевой базы. Я приглашаю другие компании тоже в этом участвовать. И хочу выразить уверенность, что работа и этой группы, и в целом наше взаимодействие с руководством республики будет плодотворным. И, конечно же, форум это является очень хорошей площадкой для обсуждения, для подписания контрактов, для диалога. Я бы хотел пожелать вам всей души успехов по работе форума. Спасибо большое. Спасибо. И давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим друг друга с началом первого нефтегазового форума Республики Саха-Якутия. И разрешите пригласить на сцену почетный президиум. Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха-Якутия. Ишат Кургалевич Юрмамедов, глава муниципального образования Мирнинский район. Господин Таужань, председатель Совета директоров корпорации «Сириус». Сергей Леонидович Костюченко, заместитель генерального директора акционерного общества «Росгеология». Слово для приветствия предоставляется главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Рад вас приветствовать здесь, в Мирном, на первом нефтегазовом форуме Республики Саха-Якутия. Выбор места проведения форума, конечно же, был далеко не случайным. Раньше Мирный, и сегодня он ассоциируется в первую очередь с алмазами, с алмазодобывающей промышленностью. Вместе с тем, сегодня мы видим, как в Западной Якутии, и в частности здесь, в Мирнинском районе, динамичными темпами создается мощный территориально-производственный комплекс, один из самых крупных и перспективных, даже не на востоке страны, а, наверное, во всей нашей великой стране. Помимо традиционной алмазной отрасли, здесь уже реализуются проекты мирового масштаба по созданию центров добычи и транспортировки нефти и газа. Наш форум проходит в преддверии запуска магистрального газопровода «Сила Сибири». Старт его строительства ровно 5 лет назад, 1 сентября 2014 года в городе Якутске, дал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И сегодня я могу с этой трибуны сказать, что буквально вчера началось уже заполнение газопровода «Сила Сибири» газом. И 1 декабря, мы уверены, этот самый масштабный в мире трубопроводный грандиозный проект заработает, и это огромное достижение всей нашей великой страны. Уважаемые коллеги, Республика Саха-Якутия по праву признается локомотивом опережающего развития Дальнего Востока, обеспечивая почти четверть совокупного валового регионального продукта. По итогам прошлого года впервые валовый региональный продукт Якутии превысил 1 триллион рублей. Мы лидируем в округе по темпам роста промышленного производства, по инвестициям в основной капитал. В прошлом году мы установили ряд рекордов по добыче, в том числе впервые было добыто на территории Якутии более 12 миллионов тонн нефти. Якутия занимает первое место среди субъектов Дальнего Востока по разведанным запасам нефти и газа. Освоение нефтегазовых ресурсов, развитие производства с высокой добавленной стоимостью, обеспечение надежности газоснабжения республики – это стратегические приоритеты нашей промышленной политики. В предстоящие годы будет интенсивно развиваться нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность с активным вовлечением ряда месторождений, тяготеющих к трубопроводу Восточная Сибирь, Тихий океан. Будут расширяться производственные показатели Чаендинского, Тасюлярского, Среднебатуобинского, Средневалюйского и других нефтегазоконденсатных месторождений. Конечно же, развитие получит система подводящих газопроводов «Сила Сибири». На перспективу мы ставим задачу масштабной газификации территории республики, в том числе и южных районов. Есть еще одна задача, которую я поставил перед правительством республики и перед нашими компаниями. Это развитие газовой переработки, в первую очередь для производства газомоторного топлива. Я надеюсь, что уже к 2023 году производство это уже появится, и его расширение поможет нам преодолеть зависимость от завоза топлива. Безусловно, для решения всех задач будет укрепляться наше партнерство с недропользователями. Присутствие на территории республики таких крупных добывающих компаний, как «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и других предприятий в значительной степени влияет на развитие территории и на решение ее социальных проблем.
Республика заинтересована в создании новых высокопроизводительных рабочих мест для наших жителей, в участии компаний в улучшении социальной инфраструктуры. Добывающие предприятия нефтегазодобывающей отрасли сегодня уже вносят вклад в развитие районов своего присутствия, уплатой налогов, закупками у малого и среднего бизнеса. Важнейшим приоритетом будет являться нацеленность недропользователей на сохранение окружающей среды, высокая экологическая культура производства. Уважаемые коллеги, сегодня на площадках первого нефтегазового форума представлены перспективные объекты нефтегазового комплекса Якутии. Сегодня уже с утра, как доложили, состоялись круглые столы, где обсуждены вопросы трудоустройства местных кадров, развития сопутствующих отраслей, сервисных направлений, экологического контроля. Уверен, что такой открытый диалог даст импульс новым инициативам для развития нефтегазовой отрасли Якутии. По рекомендациям тематических мероприятий форума будут приняты конкретные решения, утверждены дорожные карты. Я очень рад, что в форуме сегодня участвуют коллеги из российских регионов, зарубежных стран, представители органов власти, компаний, недропользователей, институтов развития, финансовых структур, малого и среднего бизнеса, общественности. Уверен, что все мы получили заряд энергии, ощутили перспективы больших преобразований нашей республики. Я очень надеюсь, что сотрудничество, заложенное в эти дни, будет продолжено в дальнейшем. Я уверен, что в ближайшем будущем Республика Саха-Якутия, благодаря людям, сидящим в этом зале, будет заявлять о себе как регион с высокой современной культурой производства, технологий, высокого качества жизни, где живут успешные и счастливые люди. Желаю вам всем успехов во всех начинаниях и новых достижений. И разрешите в заключение поздравить всех с наступающим днем работников нефтяной и газовой промышленности, пожелать вам здоровья, успехов, удачи, всего самого хорошего. Спасибо.